прошлой передаче мы рассказывали о полянах и чипсонах, но ими не ограничивается арсенал музыкальных инструментов коми-народа. Сегодня мы продолжим поиски музыкального бренда нашего края. Илья Вась настроил свой инструмент и заиграл. Избушка огласилась простыми мелодическими звуками какой-то песни, немного печальной, напоминающей что-то очень давнее, минувшее. Илья Вась играл с чувством, немного склонив к инструменту лохматую голову и прислушиваясь к напеву струн. Я тоже с удовольствием слушал эту игру, хорошо гармонировавшую со светом лучины и с темным лесом за оконцами уединенной избушки. Игру на сигутке коми-охотника Илья Вася описал этнограф Сергей Сергель во время экспедиции в Зырянский край в 1906 году. В общем, как вырезается дека? Она сперва склеивается из двух половин, из двух полежков, так скажем. Вот здесь шов посередине, они расклеиваются, а потом обстругивается сперва вверх полностью, ну как надо, какую форму там все, а потом здесь выдалбливается изнутри. Вот черемуха, она очень гибкая, горячая воде распаривается, вот, допустим, я распарил. И вот я потом ее сюда вот так вот загибаю и вставляю сюда. Вставляю, потом вот на следующий день, когда она уже подсохнет, эти приклеиваю. На мой взгляд, одним из тоже самых популярных инструментов был сигудек. В 70-е годы XX века в Новгороде нашли остатки древнерусского струнного инструмента гудка, который был утерян. По найденным фрагментам инструмент и принцип игры на нем удалось восстановить. Человек брал ее на колени, играл, и все струны звучали вместе. Это называется бурдон. Сам он играл на верхней струне, а две другие просто звучали как бурдонный бас и создавали вот этот гуд. Почему он и гудок? Сигудок, собственно, по этому же принципу устроен. Дословно слово «сигудек» можно перевести как «волосяной гудок». В старину струны для этого инструмента делали из конских волос или жил животных. Многие считают, что сигудек появился по аналогу русского гудка. Но есть мнение, что эти похожие инструменты появились и развивались независимо друг от друга. Русский гудок, вот аналог коми-сигудка, инструмент, который в принципе сегодня достаточно известен, он к концу 19 века исчез напрочь. Когда спохватились в 20 веке, оказалось, что нет ни одного инструмента, не сохранилось вообще, нет ни одной записи. Когда в 1961 году Прометей Ионович записал на Верхней Вычегде целых 2 исполнителей на коми-инструменте сигутке, то, собственно, эти записи и эти инструменты оказались единственными сохранившимися не только в коми-традиции, и представляли собой традицию гудка. Вот эта птица, допустим, или гусь, или утка, или что-то такое. Голова, шея, туловище, вот лапки, два лапки. Вот она летит. Форма и размер сигутка были разнообразными. От простой прямоугольной до фигурной скрипичной. Наиболее распространенными были сигутки с долбленным корпусом с небольшими фигурными выемками по бокам. Декой крышей служила плоская или выпуклая еловая дощечка с 2 резонаторными отверстиями. Смычок был лукообразный, из прутика черемухи или можжевельника. Если обратить внимание, как и у сигутка, смычок чем-то раньше напоминал охотничий лук. Может быть, возможно, скорее всего, на это и обратили коми люди. В том, что о том, как натягивает лук, спускает стрелу, жила начинает звенеть или чем-то гудеть. На это тоже, возможно, обратили внимание, стали делать из этого какие-то музыкальные инструменты чисто в развлекательных целях. Сперва грунтую, потом лаком. Состав лака я никому пока не скажу. Секретный лак.
Лак только для защиты служит, для красоты в основном. Это уже, наверное, заблуждение такое, что вот лак, если вот лак-то одевали такой, все. Мне так кажется. Человек середины 20 века, он уже обладал определенными знаниями и о мировой культуре, и, собственно, о музыкальной культуре как таковой. Вот не случайно появляются сигутки, вот, более близкие уже, собственно, к скрипке. Это сигудок Шомысова Василия Алексеевича, которого в Скородуме Прометей Ионович записал в 1961 году. Сигудок был изготовлен в начале 20 века. Он до сих пор как бы звучит. Сигудек считался чисто мужским инструментом. Он бытовал особенно в среде охотников Верхней Вычегды. Чтобы скоротать время и украсить одиночество, во время промысла охотники изготавливали сигутки и играли на них. Все инструменты, которые есть вот, в других музеях и которые есть у нас, это авторские работы. Единственный инструмент, который более-менее можно назвать традиционным, это вот сигутки, сделанные вот из банок. Вот из пороховых банок чаще всего. Это вот совершенно непритязательный инструмент. Он изготавливается по определенному типу, и, видимо, и эта традиция действительно зафиксирована. Совсем уже на архаику не похоже. Это Михаил Никифорович Опарин изготовил для своих детей. Вот тут настоящие конские струны, струны из конского волоса, вот они скрученные. Смычок нужно намазать, он это... Ну, обычно на нем играют вот на 2 струнах сразу или вот на 3. Ну, на 2, на 3. Вот не как на скрипке, допустим. На скрипке все на одной струне. Он, это вот, как бы сказать, универсальный. Можно играть вообще вот, это вот как на гитаре, вот так же, как на балалайке. Более 100 лет тому назад в республике появилась гармошка, да, и это был очень сильный инструмент, который сразу же оттеснил и сигудек, и вот наши вот эти традиционные духовые инструменты. И поэтому немножко он был забыт. Сегодня ни один этно-футуристический фестиваль без гудка не проходит, а наш сигудок как-то вот и остался на том самом месте, на котором его и обнаружил Прометей Ионович. Наверное, этот инструмент он мог бы стать брендом, потому что он должен быть простым в изготовлении, простым в игре, простым в настройке, чему он и был популярен. Приспосабливали под музыкальные инструменты любые бытовые предметы, натягивали струны на корыто и импровизировали. Так в арсенале Михаила Бурдина появился совершенно оригинальный музыкальный инструмент, прототипом которого послужила трепала шерсти. Это бочка была, на которой был приделан гриф, и одна струна. Одна струна, на которую наматывалась вот эта шерсть, затем эта шерсть под вибрацией, так сказать, этой струны отпускала, и он издавал какие-то звуки. Там делать мастеру было нечего, вот он мурлыкал про себя вот такие вот какие-то совершенно непонятные импровизационные такие мелодии. Ну почему? Для него это понятно, для нас это, может быть, это уже время такое. На нем же ведь можно играть и смычком. Еще одно приспособление для трепания шерсти послужило идеей появления оригинального музыкального инструмента – брунгана. Это был смычкообразный длинный шест с туго натянутой толстой жильной струной. При дергании струна приходила в колебание, била по шерсти и в то же время издавала низкий гудящий звук. Бытовое приспособление трансформировали в музыкальный инструмент. Вот давайте мы представим вот этот инструмент, замечательный инструмент фортепиано, как голбец. И вот эта вот крышка, она как бы является декой этого голбца.
по наклонной забивались гвозди. Параллельно натягивались струны. Деревянным молоточком ударяли вот по этим струнам. Естественность вот этого вот объема голубца, оно, в общем, создает такое ощущение какого-то органного, также немножечко звучания. От брунгана, от слова брунганы, то есть гудеть, даже сходное брунган. И вот такое мощное звучание, и описывает, что оно как будто бы даже, что такое мощное звучание было чем-то схоже с органным звучанием. Даже название такое брунган и орган, то тоже что-то есть такое общее. Вот я, например, считаю, что вот, скорее всего, вот, это самый уникальный инструмент коми-народа. Современный брунган мало чем напоминает своего старшего брата. Он стал меньше по размерам и передвижным. Но способ игры остался тот же самый. Это удар молотка по струнам. Кто на что был способен в своих интересах и музыкальных пристрастиях. Кто-то говорил, это Сигуда Кумли, там, кто-то говорил, это Брунган-вор. То есть каждый исполнитель и каждый вот мастер, он изготавливает этот инструмент, он придумывал этому инструменту свое название. Поэтому очень трудно классифицировать. Наверное, естественно, если, предположим, взять классификацию, которую провел Прометей Ионыч Чисталев, то это Сигуда Кумли. Конечно, это гуслевидные все они. А так, в принципе-то, это очень индивидуальный. Почему? Потому что сам по себе инструмент, он нечаянно получился двухоктавный. То есть русские гусли, они не являются, как бы, так сказать, двухоктавными. То есть они на одном инструменте, там, если они, как бы, так сказать, весь диапазон выражен, то в брунгане он не выражен. Замечательно звучит, что верхний, что нижний. То есть, если мне захотелось что-то побаловаться или что-то такое, выразить свое игривое настроение, я всегда перекидываю с нижнего регистра на верхний. То есть, этот инструмент совершенно специфический. Более современно, для молодежи может подойти такое. Музыкальный инструментарий народа Коми представлен почти всеми основными типами народных музыкальных инструментов. Это и простейшие приспособления предметов окружающей природы и домашнего быта, и более сложные и разнообразные по конструкции инструменты. Чипсан, пылян, буксан, брунган, сигудек. Прометей Чисталев насчитал более 30 коми-народных музыкальных инструментов. Мы рассказали только о некоторых, и все они достойны представлять музыкальную культуру нашего края. Еще в конце XIX века выдающемуся музыканту и просветителю Василию Андрееву удалось соединить фрак и балалайку. Он создал оркестр, в основу которого легли русские народные инструменты – гусли, балалайка, домра. Этот коллектив и по сей день остается уникальным явлением не только в российской, но и мировой культуре. Удастся ли войти в историю мировой музыкальной культуры коми национальным инструментом?